Вот это моя прошлого года грамота. Хорошую учебу. Эту папку, где хранятся свидетельства о достижениях и грамоты, начиная с 1 класса, а также мечты, планы и желания на будущее, семиклассник Абдуллах хранит как зеницу ока. Один из лучших учеников в классе, целеустремленный и прилежный, уже строит будущую карьеру врача, делится Марим Хадзиева. Для нее сын – настоящая гордость и отрада. Мачехой она себя никогда и не считала. Вспоминает, в первый же день 5-летний мальчик сразу назвал ее мамой. В социальной духахаине сохкахачан чхандинца первый день надинца мама я фулвалар сагузала эндар школе ухш школе ешерадик кайтыш учитель вроде довольны были любимчик. Самая любимая и главная семейная традиция для Абдуллаха – каждый вечер собираться за одним большим столом, а их в семье немало. Кроме 12-летнего Абдуллаха еще подрастают младшие – Рабия и Хабибулла. Отец семейства Багудин Сычаев потерял зрение 11 лет назад, но, несмотря на недуг, трудится в больнице, в Малгобеке, как и Марем. Живут родители мужа, которые души не чают в своих любимых внуках. Он отдельно вахом бежвас, лаха уканка, дал андали. Совал дал динут. Вот гwas на нятся. Он нана е. Нана дикает его ячти. Одевают, обувают. По самый последний мой аздат ахарму одеваться. То дох кто гахигс. Скажи-ка мне, пожалуйста, про садик свой. Тебе туда нравится ходить? А что ты там делаешь? Играю. А во что? Кукла. А вот 5-летняя непоседа Ясмина – одна из 3 племяшек, которую взяла под опеку родная тетя. Девочка уже в новом учебном году собирается вместе со своими братьями, 11-летним Имраном и 7-летним Исламом, в школу. На учете в органах, как официальный опекун, Фатима Есиева состоит уже 3 года. Дети рано лишились матери, и вопрос, кто же о них позаботится, тут даже не рассматривался. Для своих племянников она как родная мать. Девочке было 2 месяца, когда мама умирала. И второму 2 года, и 6 лет было старшему. И вот так с этого дня я стала их опекать. Ну, хотя учет я позже стала на учет. И вот с тех пор я с ними сижу, ухаживаю за ними. Просторные комнаты, одежда, игрушки. Для детей уже не тетя, а скорее мама. Фатима старается создать самые лучшие условия. С улыбкой они отзываются и сотрудники органов опеки. За все 3 года ни одного нарекания. Как опекун она выполняет обязательства очень хорошо. За детьми смотрит. В любое время, когда бы мы не приехали, у нее чисто. Дети ухожены всегда. Ну, в общем, хороший опекун. Он здесь с компьютером заниматься, здесь урок. Чуть-чуть исто хамаш верши штадельно, бежала в комнате. Комфортными условиями и всем необходимым постаралась окружить детей и Лемка Камурзиева. Под опеку 2 своих племянников женщина взяла 15 лет назад, когда брата не стало. Сейчас старшему Магомед Баширу уже 19. На учете он уже не состоит. Что не скажешь о Моусере. В этом году он переходит в 9 класс, получил паспорт. Старший учится в университете. Племянниками тетя гордится. Ребята выросли умными и воспитанными. تملدو هم تان أسلوبي خلي تغفتش ده يشيد تان لارخاين إيش تبيرش شواجي ديك ده حاق ودولش ده أبي كونش كس بيحك بريفيرت تطون فدو ملدو حوش يوش خانير دشان وج دشان ألي وشوتي لاتش ده. Такой подворовый обход сотрудники органов опеки проводят часто. С опекунами всегда на связи, интересуются здоровьем, успеваемостью детей. Всего по Малгобекскому району на учете 51 семья и 80 детей. Как отмечают сотрудники органов опеки, как таковых нареканий и нарушений пока не возникало. У нас как-то детей не бросают. У нас, естественно, если ребенок остался без попечения, у нас как-то тут же под опеку берут. Или дяди, или тети, или бабушки, или дедушки. И вот как вы сами заметили, что у нас дети обычно находятся в хорошем положении и по отношению к детям, и жилищные условия у них хорошие бывают. Ну и, конечно, и отношения. Родственники, которые взяли на себя обязанности опекунов над этими детишками.
Специалисты опеки и попечительства Малгобекского района планируют в ближайшее время охватить все семьи, стоящие у них на учете. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.